Здравствуйте, друзья! Сегодня, наконец-то, у нас приятный для просмотра ролик о счастливчиках, которые нашли семью. Это приятные новости, как результат долгого, тяжелого, порой нервного труда нескольких людей. Начнем с Элечки. Спасала я ее из Тульской области. Увидала пост местного волонтера о том, что бросили малышку, съехав из арендованного дома. А она так и не убегает никуда, лежит у них у ворот, а сосед грозится все равно убить. Щенулька из тех, кто западает в душу своей преданностью дому, где не любили, не докармливали и в итоге бросили. Да и брали-то ее в качестве игрушки своим 5 детям. Созвонилась я с волонтером, и в ту же ночь она мне ее привезла. Неделю передержала сама, потом на передержке, потом стерилизация, восстанавливали ЖКТ, прививали. Сырнички мы хотим, сырнички мы хотим. Это очень вкусные сырнички. Неправильно делаю, но тем не менее тороплюсь просто очень. Да? Сейчас тебе. Вот. И вот, наконец-то, моя мохнатушка уже уехала в семью, где радостная, бегает с хозяйским песиком, радует всех своей веселостью и непосредственностью. Много гуляет, позволяет участок, природа. Все у нее хорошо, и я рада, что взялась ей помочь. И за лето все получилось. И спасибо волонтеру Екатерине, которая не выносила мне мозг, а оперативно отреагировала и быстро привезла, пока не убил сосед. Будь счастлива, малышка Элечка. Вот такой песик к нам зашел, прячется у нас под машиной. Очень хороший мальчик, но очень сильно напуган. Теперь расскажу вам о небольшом мальчишке Руби. Уж очень он был забит, замкнут, даже не социализирован, хотя не очень истощен, но предположительно выкинули. Полная противоположность Элечки. Прибился к какому-то предприятию в Подмосковье. Залез под машину, под колеса, от еды отказывался, ласкаться не бежал, ничему не радовался. А когда мне его привезли, я даже вздрогнула. Что же я с ним буду делать? Вставай, вставай, вставай. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Вот так прямо на дороге. Пошли, пошли, пошли. Нет, да? Пока руками тебя не поднимешь. Ну, пошли. А в эту сторону, может, пошли в эту сторону. А, пошли. В эту пойдешь. Молодец. Так, а теперь пошли туда, в ту сторону. В ту сторону. Давай. Давай, давай. Вот так. В ту сторону не пойдем. Но я уже устала. Мне же надо передохнуть и воды попить. Пошли, малыш. Упирается, на поводке не идет. Социализировать и вошкаться с ним некогда. Я всегда в бегах. Ого, влипла, подумала я. 4 дня носилась я с ним и носила его на руках. А дальше только одержимая передержка с социализацией могла из него что-то слепить. И 10-разовыми выгулами. Ну и что? Лето шло. Передержка трудилась. И получилось. Она много работала, потела, а я пиарила. Потом была кастрация, вакцинация. Все как обычно. Тяжелый невидимый труд. Придумала себе я еще одну проблему. Решила я. Но раз взялась, доводи дело до конца. Благо, что небольшой. 13 килограмм. Это и спасло. Через 3 месяца после социализации нашлась ему семья. Он уже был социализирован. И даже очень хорошо у него все сложилось. Любят, гуляют. И он слушается. Все-таки труд передержки социализации – это великая вещь. Результат налицо. Хотя и стоит это денег, но это того стоит, поверьте. Ну что ж, будь счастлив, мальчонка Руби. И ты прошел через мои руки, как бы тяжело мне это не стоило. Щенка Кнопу спасала в Якутске в мороз в феврале в -45
забирали из подъезда, где он грелся. Потом передержка была в Якутске, а с апреля передержка в Москве. Потом пиар, стерилизация. И только в августе малышка Кнопа уехала в семью в Германию. Будь счастлива, лопоушка Кнопа. Как я рада, что ты уехала со злополучной передержки, что у тебя есть теперь семья. Ведь ты милая, смышленая, забавная и очень добрая девчушка. Будь счастлива. Иди сюда, не бойся, иди. Иди ко мне, моя хорошая. Боже, весь трясется. Иди сюда. Иди сюда, не бойся, иди. Не бойся. Да не бойся, Господи, не бойся. Пошли со мной, пошли в машину. Да не бойся. Вот, на телефон. Она боится. Теперь, друзья, о Сандре с голубым глазом. Вывезли ее на дорогу весной 24 года, так приказала хозяйка своим рабочим. Валялась она в канаве у дороги пару дней. Узнала я по цепочке от женщины, что проезжала мимо и видела, как ее выкидывают из машины, а на следующий день она лежала в канаве и вся тряслась на том же месте. Попросила я забрать ее. Год с лишним я ее пиарила. Это если кратко. Ну, а теперь смотрим на Сандру счастливую. Беги, зови. Зови ее опять. Она в семье, она расцвела, она счастлива. Посмотрите, как задорно она играет с детьми. Вот за что ее было выкидывать? Хорошо, Сандрочка, что и у тебя все сложилось, хоть и не быстро, но я рада. Будь счастлива. Девчушку Марту, коротколапку из Отлова Оренбургской области, забирала я в марте в числе 12 других собак. Как же она мне всегда нравилась своим веселым нравом, смышленная, активная, позитивная. Когда на передержке у одного песика случился приступ эпилепсии, то обычно собаки подбегают, норовят укусить такого бедолагу, а Марта стала неистово лаять и звать громко хозяйку передержки, чтобы она подбежала и помогла собаке в приступе. Боже, какая же она умница, сообразительная. Бывают же такие мудренькие. И вы знаете, она тоже недавно уехала в семью. Ее хвалят, не нахвалятся. Vati erkannt, ja. Willst du bei mir bleiben, ja? Willst du bei mir bleiben? Der Carsten hat die Martha begrüßt und die Martha hat alles schön gekniffen, gebissen, alles fein gemacht. Aber du bist ja so ein feines Hundchen. Ja, komm mal her. Ja, fein. Ja, das lernen wir doch noch, wa? Ja, top. Как же я рада, как хорошо, что она не зависла на года у нас на передержке. Передержка, напомню, это не курорт. Собаки должны жить в семьях. Поверьте, никакой расслабухи, пока собаки не пристроены. Смотрю я, как они живут у нас. Вольеры, клетки, скученность, гавканье. Им семьи нужны. Как они там перевоплощаются. Марточка, будь счастлива, ты заслужила это. Ты моя любимка. Люблю, обожаю и желаю тебе долгих лет. Кроткую, спокойную, милую, рыжую девочку Полю заметила хозяйка моей передержки у магазина. Вглядывалась она в людей, как будто считывала по лицам, кому можно попроситься, кому можно подойти и посмотреть в глаза. Собаки чувствуют людей.
и порой сами выбирают верного человека. Вот и Поля не ошиблась. Подошла к собачнице и мордочку протянула, и пузо подставила, всем видом показывая, что хочет быть домашней. Я попросила передержку ее забрать, взяла на свое кураторство и стала ее пиарить. И вы знаете, ей повезло. Через 4-5 месяцев откликнулась семья, и девочка уехала в Германию. Как же она там преобразилась. Ушел тот страх, что был у нее в большой стае на передержке, когда все кругом лают. Ей нужно спокойствие, быт, люди. Она очень хорошая, рассудительная, мудрая, спокойная девочка. Вот теперь она наконец-то счастлива. Молодец, Полька, к правильному человеку ты подошла и не ошиблась. А мы постарались сделать так, как должно быть. Ты счастлива, и это главное. И еще один привет от малышки Ванды, спасенной Татьяной в декабре 24 года и ко мне приехавшей в январе 25 года 8-килограммовой собачки. 3 тогда сидели на цепях в Белоруссии у пьющей женщины, которая их даже не кормила. Тогда я забрала всех 3. Все они пристроены, и о них рассказывала. А вот сейчас свежий привет прилетел от Вандочки. Посмотрите, какая умница, как слушается, все у нее хорошо. В общем, еще одна счастливая судьба в нашей копилке. Друзья, я благодарю всегда и всех за то, что вы с нами на протяжении многих лет, за то, что без лишних слов вы видите и понимаете то, что мы делаем и как выкладываюсь я. Я благодарю вас за помощь, за финансовую поддержку, без которой не было бы сотен таких счастливых историй. И знайте, у меня есть еще что вам рассказать, немало таких историй, о которых я буду вам рассказывать, но это будет потом.